Во знаменование 75-й годовщины Конвенции о геноциде 11 декабря в Лондоне в рамках инициативы по свободе вероисповедания и организации «Остановим геноцид уйгуров» юридическая школа Нотр-Дама провела 75-ю годовщину Конвенции о геноциде. В годовщину здесь состоялось мероприятие чествования уйгурского народа, стремящегося к ответственности в разгар геноцида уйгуров. Мероприятие, организованное Рахимом Махмудом, исполнительным директором организации «Остановим геноцид уйгуров», и профессором Стефани Баркли, директором факультета инициативы по свободе вероисповедания в юридической школе Нотр-Дам, состоялась в Трафальгарском зале университета Нотр-Дам в лондонском районе Global Gateway. Вечер включал в себя программную речь уйгурского судебного советника Хамида Саби и беседу между Барклаем и Тахиром Хамутом Изгилем, выдающимся уйгурским поэтом и автором мемуаров «В ожидании ареста ночью». Беседа была посвящена жизни и воспоминаниям Изгиля, одному из свидетелей продолжающегося геноцида уйгурского народа китайским правительством. 8 января 2024 года состоялась онлайн-панель, организованная инициативой Ильхам Тохти по вопросу о выдвижении несправедливо заключенного в тюрьму уйгурского ученого-доцента доктора Ильхама Тохти на Нобелевскую премию мира. На панельной дискуссии, модератором которой выступил президент-основатель движения инициативы Ильхама Тохти Энвер Джан, выступили также известные ученые, такие как профессор Муалла Сателит Юджел, профессор Конуралп Эрджиласун, профессор Алимаджан Инает, профессор Кутлук Каган Сюмер, доцент Ишик Кушчу, доцент Амер Кул. Китай пытается обмануть международное сообщество, открывая для доступа достопримечательности в определенных точках Восточного Туркестана, где систематически совершается геноцид в течение последних 10 лет. В начале года МИД Китая пригласила иностранцев со всего мира посетить Восточный Туркестан, который был провозглашен туристическим раем под лозунгом «Добро пожаловать, чтобы испытать гармонию и стабильность народов каждой нации в Синьцзяне». Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил журналистам на регулярной пресс-конференции 5 января. Двери Синьцзяна всегда открыты и готовы принять новых друзей со всего мира. Посетите Синьцзян и ощутите красоту, социальную сплоченность и стабильность Синьцзяна. Мы надеемся на всеобщую признательность в этом отношении. 8-томная энциклопедия турецких гуманитарных наук была издана Евразийским институтом тюркских стран при университете Тондукт в Южной Корее с 6-летней историей работы. Помимо Турции и Восточного Туркестана в работе описываются гуманитарные науки Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Татарстана, Башкортостана, Алтая, Хакасии, Тувы и Республики Саха Российской Федерации. Китайское правительство борется с экономическими потрясениями после пандемии. Китай, мировой экономический гигант, уже не в состоянии платить даже зарплату армии. Отставные военнослужащие китайской армии, которые жаловались на такую ситуацию в китайской армии, побеседовали с китайской страницей Epoch Times, международной многоязычной газеты и медиакомпании. Официальные лица, опрошенные газетой и сообщения из нескольких источников подтверждают, что китайские военные сталкиваются с сокращением заработной платы. Заявлено, что 69 тысяч домов были полностью разрушены в результате израильских ударов по сектору Газа 7 октября. В письменном заявлении, опубликованном вчера пресс-службой правительства Газы, была обнародована обновленная информация о человеческих жертвах и потерях имущества в результате израильских атак, которые продолжаются в секторе Газа в течение 94 дней.